Мир вам и вашему дому. Скажите мне, братья и сестры, что вам в первую очередь приходит на ум, когда вас спрашивают о чудесах Аллаха? Если это якобы висячий камень или имя Аллаха на небе, на теле человека, животных и растений, то спешу огорчить вас тем, что вы, во-первых, понятия не имеете, что такое настоящие чудеса Аллаха, а во-вторых, вполне возможно, что вы стали жертвами фотошопа или видеомонтажа. И сегодня мы по воле Аллаха разберемся в этом. Но перед этим хочу кое-что быстренько с вами обсудить, братья и сестры. Некоторые братья сделали нам замечание, что им немножко надоело то, что мы в начале каждого видео просим там лайки, подписки и тому подобное. И я, посмотрев со стороны, понял, что да, скорее всего неправильно просить людей поддерживать видео в начале самого же видео. Ведь как может человек поддержать что-то, если он еще не успел посмотреть до конца? Поэтому единственное, что я буду просить у вас в начале видео, это досмотреть видео до конца. И если вам видео понравится или не понравится, вы сами знаете, что нужно делать. А теперь давайте вернемся к основной теме видео. Для начала давайте наберем в поиске на YouTube чудеса Аллаха и посмотрим, что нам выдаст YouTube с самым большим количеством просмотров. После поиска по этому запросу меня заинтересовали вот эти первые два видео, которые оба суммарно набрали почти 13 миллионов просмотров. И судя по лайкам, зрители положительно восприняли это видео. Однако, когда я посмотрел это видео, я очень сильно был разочарован наивностью людей. Ведь подобного рода видео и картинки я или любой другой человек может создавать десятками, к тому же каждый день. Настоящий мусульманин или мусульманка не нуждается в подобных банальных так называемых чудесах, потому что все эти так называемые чудеса, которые вам показывают в виде картинок или видео, все это можно запросто нарисовать через Photoshop или смонтировать с помощью специальных программ для видеомонтажа. А теперь давайте посмотрим на реальные настоящие чудеса Аллаха, которые окружают нас повсюду, начиная с вас самих. Ведь посмотрите на себя, то есть на человека. У нас настолько сложный организм, что мы все еще до конца не можем разобраться в нем. Посмотрите на Землю, на животных и растений, на горы, на Солнце и Луну, на другие планеты и галактики. Разве могут быть чудеса удивительнее этих чудес? Неужели имя Аллаха на теле какого-то животного удивляет вас больше, чем все, что Аллах создал вокруг нас? И вот почему я говорю, что нам не нужны какие-то картинки, которые можно сделать через Photoshop. Но вот то, что Аллах вокруг нас создал, никто кроме Аллаха не сможет создавать все это из ничего. Никакие технологии не смогут сделать даже 1% из того, что сделал всемогущий Аллах. Я не говорю, что все, что приводится в этих видео, является фейковыми. Нет, это вполне возможно, ведь для всемогущего Аллаха это проще простого. Однако Аллах способен абсолютно на все, и ему не нужно доказывать свое величие и власть над всем таким способом. Ведь достаточно того, что без его разрешения ничего в этом мире не происходит. А вот про настоящие великие чудеса Аллаха можно узнать из священного Корана. И как раз таки один наш брат-мусульманин совместно с нашим каналом недавно открыл канал под названием «Чудеса Аллаха». И там этот брат делится настоящими чудесами Аллаха, которые описаны в священном Коране. Пользуясь случаем, хочу отблагодарить всех вас, братья и сестры, за активную поддержку каналу этого брата. Ведь напоминаю, что у этого брата тяжелая инвалидность, а также очень нелегкая судьба. И канал «Чудеса Аллаха» был открыт несколько месяцев назад, в первую очередь, чтобы доносить до вас настоящие чудеса Аллаха, а не эти фотошопы и видеомонтажи. А также, чтобы обеспечить этому брату с инвалидностью постоянный заработок на YouTube, для того, чтобы он мог честно зарабатывать на жизнь и на свое лечение по воле Аллаха. И вот буквально недавно на канале брата включили функцию «Спонсировать». И у меня просьба ко всем братьям и сестрам, у которых есть возможность поддержать канал этого брата спонсорской подпиской. Я даже в прошлый раз говорил, что вы можете даже от нас отписаться. Главное, подпишитесь, пожалуйста, на этого брата ради довольства Аллаха. Ведь только одному лишь Аллаху известно, насколько в тяжелом положении этот брат. Нам нужно набрать на канале этого брата хотя бы 100 спонсоров, чтобы брат спокойно мог заниматься производством контента. Ведь монетизация YouTube дает не очень-то большой доход. Тем более подписка стоит всего лишь 299 рублей в месяц. И я по воле Аллаха уверен, что среди моих подписчиков есть как минимум эти 100 человек. У нас на канале, альхамдулилля, уже почти 500 000 подписчиков. И если среди стольких людей не найдется хотя бы 100 человек, чтобы поддержать канал этого брата, то это будет говорить о том, что никакого единства и поддержки среди нас практически нету. Потому что 100 человек из 400 тысяч людей – это даже не 1% от общего числа. Поэтому для нас это будет позором, если мы не сможем помочь этому брату. Тем более от этого пользу будем получать все мы по воле Аллаха и станем соучастниками в этом благом деле. Подробную историю этого брата вы можете узнать, посмотрев вот это видео на нашем канале. Внизу будет ссылка на спонсорскую
спонсорскую подписку на канал этого брата. Если вы живете в России или вот в этих странах, которые вы видите у себя на экране, то вам легко будет оформить спонсорскую подписку. Но если в вашей стране эта функция недоступна, то не беда. Вы можете оформить эту подписку, подключившись вот с этих стран через VPN. Однако те, кто не в состоянии поддержать финансово этого брата, могут хотя бы просто подписаться на канал этого брата по второй ссылке в описании. И конечно же, нужно быть по воле Аллаха активными подписчиками на канале этого брата. Все нужные ссылки в описании, братья и сестры. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И как я уже говорил в начале видео, если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить лайк, сделать репост, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале по воле Аллаха. Пусть Аллах оберегает каждого из вас от всех бед и невзгод. Аминь. И помните, до тех пор, пока мы помогаем и поддерживаем друг друга в благих делах, Аллах непременно будет помогать и нам. И как всегда в конце, хвала Аллаху Господу миров. Многие коранические послания, связанные с наукой, могли быть не только неизвестны, но и непонятны человечеству в VII веке. Современный же дает нам возможность переосмыслить и понять значение тех или иных явлений, описанных в Коране. К одному из таких относится феномен несмешивающихся вод, где водоемы пересекаются, но на границе не теряют своих свойств, не размываются. В Коране в нескольких аятах упомянуто это несмешение. Всевышний Аллах говорит в Коране: Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними существует преграда, которую они не могут приступить. Сура 55, аяты 19 и 20. Также Всевышний Аллах говорит в Коране: Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщельнам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями. Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает об этом. Сура 27, аят 61. И еще один аят в Коране говорит об этом. Он тот, кто смешал два моря, виды воды. Одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. Сура 25, аят 53. Современная наука установила, что в местах, где встречаются два моря, существует невидимый барьер между ними, который разделяет воды этих морей, позволяя каждому из них сохранить свою температуру, степень солености и плотность. Океанологи в последнее время смогли подробнее изучить этот феномен и найти объяснение этого аята. Они выяснили, что между морями есть невидимый водный барьер, через который воды этих морей проникают, переходят друг в друга. И когда вода одного моря переходит в другое, она теряет свои свойства и гомогенизируется. Таким образом, этот барьер уменьшает степень неоднородности взаимопроникающих вод между морями. Этот феномен имеет место быть на пересечении таких вод, как Средиземное море и Атлантический океан у Гибралтара. Также этот стык можно увидеть у мыса полуострова в Южной Африке, где Атлантический океан встречается с Индийским океаном. Но когда Коран говорит о разделении пресной и соленой воды, по мнению ученых, речь идет о некой перегородке, зоне резкого скачка плотности воды на глубине ниже перемешанного слоя, где отмечается выраженное несоответствие плотности между водами двух водоемов. Такой феномен наблюдается в нескольких местах, включая Египет, где Нил впадает в Средиземное море. Это явление упомянуто в Коране. Было подтверждено доктором Уильямом Хейем, известным ученым, профессором геологических наук Колорадского университета в США. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы поговорим про дождь. Есть ли какая-либо связь между дождем и человеческим страхом? Каким образом дождь успокаивает человеческие сердца? Каким образом дождь укрепляет человека? В Коране Аллах Всевышний по этому поводу сказал: «Вспомните, как Аллах одарил вас чувством внутренней уверенности и дождем с неба, чтобы очистить вас дождевой водой, удалить от вас скверну шайтана, вселить в ваши сердца мужество и укрепить этим ваши стопы». Сура 8, аят 11. В тени Тавсира Ибн Касир, толкуя данный аят, сказал: Ал-Ауфи, ссылаясь на Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сказал: «Воистину язычники, решив оказать помощь своему каравану и защитить его, выступили в сторону Бадра, захватили водоем и опередили верующих. Верующих мучила жажда, и они были вынуждены совершать молитву без ритуального очищения, что их очень раздосадовало. Тогда Аллах Всевышний ниспослал дождь, который реками тек по долине. Благодаря этому верующие напились воды, наполнили водой все сосуды, напоили животных и совершили большое омовение.
Таким образом, Аллах их очистил и укрепил их стопы. Причина этого состояла в том, что между ними и язычниками были пески, а Аллах, ниспослав дождь, уплотнил это место, чтобы они могли идти твердой поступью. А что касается с точки зрения медицины, то врачи говорят, во время страха в организме человека выделяются особые вещества, которые заставляют его органы содрогаться. Чтобы облегчить состояние человека и уменьшить содрогание органов, следует опрыскать человека водой. Точно так же дождь, дарованный Аллахом, стал причиной укрепления стоп сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это было связано с тем, что когда песок намокает, то его частицы связываются друг с другом, и он становится плотнее, и на нем можно уверенно стоять.